Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня среда, а значит время прямого эфира на канале ЧГТРК Грозный. В эфире программа «Особый разговор». Данный проект учрежден в соответствии с поручением главы Чеченской Республики для того, чтобы власть и общество более успешно взаимодействовали между собой. У вас есть возможность позвонить нам в студию, задать свой вопрос. Также есть возможность написать свой вопрос через приложение WhatsApp, и я вас уверяю, ни один ваш вопрос не останется без внимания. Все эти вопросы мы будем сегодня зачитывать в процессе прямого эфира. Ну, собственно, если же мы не успеем в количестве, в том смысле, что вопросов очень много, эти вопросы после эфира мы передадим нашим участникам. Я хочу еще вот такое напоминание вам сделать. На прошлой неделе у нас здесь в студии был глава администрации Тумкалинского муниципального района Мусар Вахидович Алхастов. Вы задали большое количество вопросов, часть мы озвучили в эфире, часть мы эти вопросы, которые не успели озвучить, передали главе Тумкалинского района. В течение недели они проработали, прислали нам отчет, и по каждому вашему вопросу вам был дан ответ. То есть мы свои обещания держим и работаем в соответствии с поручением главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, а поручение главы Чеченской Республики для нас является самым главным приоритетом. Ну что ж, самое время начинать и представить гостей сегодняшнего эфира. У нас сегодня здесь в гостях министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Вахидович Умаров. Также в студии находятся ведущие специалисты, заместители этого министерства, но, надеюсь, которые также будут принимать участие в обсуждении сегодняшних вопросов. Ну что ж, наверное, первый вопрос, Джамбулат Вахидович. Вот ваше министерство, собственно говоря, оно как бы делится по различным направлениям. Тут и национальная политика, и внешние связи, печать, информация. Вот работа все-таки такая разносторонняя, да? И вот хотелось бы у вас спросить, вот по этим направлениям, вот какие приоритетные задачи вы сегодня решаете? Самая главная приоритетная задача, которую мы пытаемся решать, чтобы те разные направления, о которых вы сейчас сказали, и национальная политика, и реализация внешних связей, и СМИ, информационная политика, чтобы все они взаимодействовали между собой и выполняли единую идеологическую задачу. То есть реализовывали главную стратегическую линию главы Чеченской Республики вот по поводу нашей с вами идеологии, а наша идеология — это путь Ахматхаджи Кадырова да Аллах Азат Обалдольцам. Поэтому и понятно, что из тех приоритетов, которые сегодня мы расставляем, если мы говорим о той же национальной политике, значит, главный приоритет, и этот приоритет был расставлен еще с того момента, когда Рамзан Ахматович Кадыров стал президентом тогда еще Чеченской Республики, это было в 2007 году. Так вот, 9 апреля он подписал первый свой указ, и подписав его, он подписал концепцию национальной государственной политики Чеченской Республики. И на основе этой концепции, ну, помимо федеральных документов, нормативно-правовой базы, мы и руководствуемся сейчас в отношении тех 11 культурно-национальных автономий, которые у нас есть в Чеченской Республике, культурных центров, и 4 автономных культурных центров, основных этносов, которые проживают на территории Чеченской Республики. Вот. Это то, что касается национальной политики. То, что касается реализации внешних связей, как вы понимаете, время от времени мы с вами слышим порой, больше приятного слышим, чем неприятного, но, к сожалению, раз сегодня дан нам эфир, то есть и неприятные стороны, которые приходится, часть из которых нивелировать, часть из которых рассматривать, идти вглубь, понимать, каковы причины тех или иных конфликтогенных ситуаций. Вот. Но все-таки самое главное, так как у нас основной упор делается в реализации внешних связей на то, как себя ведет молодежь за пределами Чеченской Республики, то это также реализация концепции, единой концепции духовно-нравственного воспитания нашей с вами чеченской молодежи, которая, кстати, тоже была утверждена и подписана по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Ну и то, что касается информационной политики. Ну, надо понимать, что сейчас как какая-то цитадель сегодня выглядит Чеченская Республика,
по охранению, не знаю, семейных ценностей, по охранению какого-то культурного потенциала, по борьбе с международным терроризмом, особенно то, что касается идеологической части. Вы знаете, что у нас в наших СМИ очень активную позицию в данном случае имеет и ЧГТРК «Грозный», и ТРК «Путь» имени Ахмад-Хаджи Кадырова, который был основан еще аж в 2007 году, вот, и очень успешно действует сейчас под руководством Адама Хаджи Шахидова. Вот, ну и те наши издания, которые сегодня представлены в Доме печати, в основном это печатные издания, значит, 6 газет, потом 1 городская, 4 журнала, которые у нас выходят в определенные сроки, определенными тиражами, да, вот, и 2 информационных агентства, Грозный информ и Чечня Тудей, или Чечня сегодня, как еще ее называют. То есть это вот весь спектр такого комплексного, я сказал бы, подхода по решению главной идеологической задачи реализации пути Ахмада Хаджи Кадырова. Это наши с вами государственные устои, это воспитание нашей с вами молодежи, это укрепление и развитие наших культурных, религиозных ценностей, да, и самое, и как бы вокруг всего этого экономическое возрождение. И я думаю, что тот флагман, который возглавил практически все эти направления и отдает нам, министрам, депутатам, другим ответственным чиновникам и сотрудникам, определенный дает направление, определенную дает стратегию, то получается вкупе вот этот вот феномен, о котором я пишу в своих книгах, который так и называется «Фактор Кара». Мы Да. о ней поговорим. Поскольку вопросы приходят, про вашу книгу спрашивают, задают вопросы. Ну, среди прочего, я хочу сказать, ну, вы человек достаточно известный. Вас знают многие, не только у нас в республике, далеко за пределами ее. Вы у нас политик известный, общественный деятель. Значит, я знаю, что вы активный блогер, вы поэт, прозаик, ваши книги издаются. Ну, достаточно известный такой вот человек, очень активный. И я вот что вас хочу спросить. Я знаю, что вы занимаетесь такой серьезной исторической работой. Вы, помимо всего, что я перечислил, еще научный деятель. Поэтому я хочу у вас вот что спросить. Вот сегодня вы ведете работу по исследованию и сохранению историко-культурного наследия Чеченской Республики. Вот в настоящее время, насколько мне известно, вы продолжаете исследования в основном архивно-документального характера, да? То есть вы были и в Ереване, и в Грузии, в Армении, в Петербурге. То есть вы в разных местах посещали архивы, музеи, то есть и выстраиваете такую комплексную, целостную работу по созданию, по формированию некоторых исторических пробелов нашей истории, которые, собственно, к сожалению, существуют. Да? Но это такая большая, серьезная работа. Я знаю, эта работа сделается с вами по поручению главы Чеченской Республики. Если можно, расскажите. Эта работа очень интересует, и люди уже спрашивают, задают вопросы. Скажу честно, абсолютно честно, без разных реверансов, что я и не думал заниматься этим вопросом, потому что дел было много. Но однажды наступил тот самый заветный миг, когда глава Чеченской Республики меня вызвал к себе и поставил эту задачу. И вы знаете, вот эти пробелы, о которых вы говорили, вот эти пазлы, которых не достают, они могут сыграть роковую роль для нас, для наших будущих поколений, потому что забвение себя в историческом процессе, потом, я имею в виду в процессе прошлого, да, в итоге приводит к забвению себя в процессе будущего. То есть нашей нации, национальной культуре, нашей идентичности угрожает прямая опасность. Ну, сами посудите, если, скажем, где-нибудь лет 300-400 тому назад, если у нас что-то прослеживается, скажем, какие-то документальные источники, которые я, может быть, позже назову, вот, то все остальное, что связано со Средневековьем, тем более с ранним Средневековьем, то это, конечно, сплошной туман. И здесь, к сожалению, нам приходится прибегать к помощи источников грузинских,
источников. Это вот есть институт рукописей в Грузии, очень известный. Иван я знаю, что Да. вы все эти места посетили. Вот если можно, вот что особенно интересного у вас там, вот что вы нашли, вот то, что сегодня мы могли бы сказать нашим зрителям, что-то удивительное. Есть какие-то находки? Вы знаете, сейчас рано, моя книга еще не вышла. Я не хочу проливать свет на вещи, которые еще должны быть доисследованы. Вот. Тем более, что эта книга, как вы сами понимаете, это будет не сколько инстанция, последняя инстанция истины, а повод для очень серьезных, может быть, споров и дискуссий. Вот. Это только будет первый шаг. Первый шаг. Книга это так и называется «Истоки идентичности». Я сейчас над ней работаю, очень надеюсь, что в ближайшее время я ее закончу. Вот. Так вот, в Грузии в основном местом моего поиска был очень старый, очень известный музей Симона Джанашия, вот, в котором, в запасниках которого я нашел очень много любопытных артефактов, о которых я в книге своей пишу. Фото эти я выкладываю, кое-что у меня было в Инстаграм. Вот, у меня есть, я считаю, уникальные видеоматериалы, которые, очень надеюсь, мы с вами здесь силами ЧГТРК Грозный все-таки превратим в какое-то видеоповествование. Это, может быть, будет какой-то фильм документальный, да? Вот. Так что вот эта поездка в Армению, причем, вы знаете, было благословение на то, чтобы я попал в святая святых древнего собрания рукописей Матанадеран. Это было благословение самого католикоса всех армян Горегина II. Вот. И вот благодаря этому человеку и властям Армении, их благоволению, их уважению к Рамзану Ахматовичу Кадырову, разумеется, меня там никто не знал, вот, благодаря авторитету Рамзана Ахматовича мне удалось попасть вот в это знаменитое хранилище. Это, не знаю, монументальное такое. Это был не сейф, это было что-то такое гигантское. Видеоматериал есть по этому поводу, где хранится вот такая вот небольшая книжица, которая называется «Армянская география Ашхарацуиц», где идет повествование о нашем с вами крае, который по тем геополитическим меркам, это первые века нашей эры, и, так сказать, что-то еще до нашей эры, представлял из себя очень мощный, очень масштабный географический ареал проживания десятков нахских народов. Вот, от, я не знаю, там, Дона, от реки Танаис, вот, пожалуй, до берегов Каспия. Иван Вахидович, скажите, пожалуйста, вот вы когда планируете завершить эту работу? Когда мы будем уже первые результаты видеть? Завершить работу, как вы понимаете, в течение года невозможно, потому что и как бы у нас и потенциал не такой сейчас мощный, чтобы мы могли такими семимильными шагами в этом направлении идти. Потому что если вот возьмем за основу там, да, вот эту папку, вот если мы нашли какой-то текст, ну там, не знаю, где-нибудь в Сан-Лазаро у мхитарианских монахов, да, и нашли буквально там несколько слов. Вот чтобы эти несколько слов и предложений найти, нужно провести гигантскую работу. Гигантскую работу. Должны быть специалисты, которые могут переводить древнеармянский язык именно того периода, потому что он видоизменялся. Да. Мы можем об этом говорить долго, да, поскольку это очень такая большая работа, ну, а рамки эфира у нас все-таки ограничены. Да? И хотелось бы поговорить по различным направлениям вашей деятельности, затронуть все, так или иначе. Вот, и я вот еще вот что хочу сказать, что до того, как мы с вами встретились... Прежде чем вы закончите, я скажу, книга будет. Ну, будем ждать, будем ждать. Да. Мы ее презентуем, да. Хорошо. Значит, перед тем, как мы встретились, наша съемочная бригада пообщалась с нашим населением, с людьми, и люди задали некоторые вопросы. Они будут вам, может быть, и в новость, но давайте послушаем первый вопрос, узнаем, попытаемся ответить. Вопрос, пожалуйста. هوربة تعتعت اليوم خويتشدر دحلر تخينا شرعي اليوم بي يول شات اش تيرتيرا اش لغدلر هو عنده ديك خاطر دو اقا وين تان ما هقرا
уайгладу ша кэч қолнягнах бу, сондайлы тиапурбанца, хапурбанца с версиматтах дирдерцин джама. Дело в том, что вот та участь, которая постигла наши журналы, она постигла, в принципе, все печатные издания. То, о чем говорит девушка, это то, что раньше, допустим, в месяц раз был тираж, то есть финансирование нам это позволяло, поэтому мы выпускали, и материал был, выпускали по один раз, так сказать, в месяц выпускали эти журналы. Теперь, к сожалению, из-за того, что финансирование постоянно урезается, мы не имеем материальных возможностей для того, чтобы выпускать ежемесячно этот журнал, и приходится выпускать его раз в 3 месяца. К сожалению, очень надеемся, что каким-то образом ситуация изменится, и это процесс, как наш глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович говорит, здесь как бы виноватых нет, мы не виноваты в том, что мы оказались в кольце политических и экономических санкций, из-за которых приходится подтягивать пояса. Я думаю, что это самый простой ответ на это. Хорошо, Джамал Вахидович, я хочу нашим зрителям напомнить о том, что мы работаем в прямом эфире, уважаемые друзья. У нас есть приложение WhatsApp, куда вы можете записать свой вопрос. Это 8 938 004 95 95. Также работает прямая линия. Вы можете позвонить сюда в студию, задать вопрос участникам сегодняшних наших дебатов, так скажем. Значит, номер 8 8712 29 64 63. Уважаемые друзья, мы ждем ваших вопросов. Ну что ж, вопросы активно идут, и, собственно говоря, вопросы наших зрителей для нас все-таки являются приоритетом. И вот такой вопрос, поскольку мы с вами говорили о печатном издании, такой вопрос. Почему так мало исламских религиозных чеченских газет? Можно ли 5-10 газет организовать для читателей, желательно на родном языке, и 2-3 на русском языке? И побольше передач делать на родном языке и касательно нашей религии. Ну, такой вопрос задали. Ну, на самом деле, вкупе, если мы... Вопрос правильный, но я на него отвечу следующим образом. Во-первых, у нас есть 2 газетных издания, да, которые и на русском, и на чеченском языке рассказывают о канонах ислама, о событиях, скажем, исламского характера, каких-то ритуальных событий. У нас в Чеченской Республике, за ее пределами, это «Ислам Анзанаш» и «Зори Ислама». Эти газеты у нас выходят, да, с той же периодичностью, к сожалению, да, которая у нас постигла и вот эти знаменитые журналы на чеченском языке. Я еще раз повторяю, это финансовая проблема. Да? Вот. Что касается получения исламских знаний, я могу только порекомендовать, значит, нашим жителям Чеченской Республики все-таки больше внимания уделять каналу «Путь» имени Ахмад Хаджи Кадырова, потому что там очень интересная тематика, развернутые вопросы. Вот, есть очень много интересных вопросов, которые там ставятся, и мы знаем, как на эти вопросы очень глубоко и содержательно отвечает и муфти Чеченской Республики Салах Хаджимжиев, и, в общем-то, сам директор этого канала Адам Хаджи Шахидов. Я думаю, что вот это визуальное восприятие наших с вами исламских ценностей, они все-таки проникают глубже. Вот. А сейчас увеличить тиражи тех газет, которых хорошо, если бы и эти читали, да, к сожалению, мы пока возможным не находим. Хорошо. Джамал Вахидович, поскольку вот мы с вами обсуждаем различную тему, да, вот вопрос люди задают, вот такой наболевший вопрос, какие специалисты нужны сегодня вашему министерству, как устроиться в министерство на работу, есть ли сегодня потребность в специалистах? Что можем сказать? Ну, во-первых, я как человек государственный должен по-государственному отвечать на этот вопрос, потому что здесь я не как блогер, и не как писатель, а как министр все-таки, да? Поэтому есть Нет, все вопрос коллеги... конкретный рабочих Да, местах, да, собственно говоря. да, я объясняю, да. Значит, у нас с рабочими местами никогда задержек не бывает, потому что у нас есть протокольное поручение главы Чеченской Республики о том, что вакансии держать мы не можем. Как только появляется какая-то вакансия, кто-то уходит на пенсию или переводится на другую работу, да, у нас эти вакансии тут же появляются в конкурсах. Они появляются, люди делают свои заявки, и вот кто у нас проходит по конкурсу, согласно нашего законодательства, того мы на работу и принимаем. Здесь нужно понимать, что особенно нам интересны
с точки зрения информационной политики люди, которые очень хорошо владеют IT-технологиями, да? Люди, которые очень хорошо владеют разными и умеют создавать новые интересные компьютерные программы, например. Да? Нам очень интересны люди пишущие, причем пишущие не только на русском и чеченском, наших государственных языках, но и на французском, на арабском, на многих других языках. Тоже интересно. Нам интересно, скажем, с точки зрения реализации наших внешних связей. У нас много мероприятий проходит. Люди, которые просто владеют языками и владеют ими технически, профессионально, грамотно. То есть не просто знают язык. Мы можем сказать зрителю, что тот, ну, допустим, полиглот может прийти устроиться к вам на работу, да? То есть есть вакансии или Что нет? такое? Давайте мы с вами, чтобы люди понимали. То есть, если мы говорим о языковедении. К нам много приходит молодых людей, приходят, говорят, вот у меня там полный комплекс РГФ, романо-германской филологии, я владею там всеми практически европейскими языками. Знаете что? Владеть европейскими языками мало. Есть такая профессия, которая называется переводчик. И когда приезжают наши послы, и когда ведутся переговоры между послами, вообще иностранными, скажем, представителями... Мы отходим от темы. То есть вопрос был конкретный и простой, да? То есть вы говорили, Да, что да, конечно. простой вопрос, простой ответ. Да. То есть есть эти места, или этих мест нет? Нет, мест нет. Я Нет, вам говорю, всё, кто нам понятно. интересен, на данный момент мест нет. Ну, хотелось бы, ответить человеку, который нас сегодня смотрит. Если мы будем... Нет, ну вы понимаете, вы немножечко себя не дипломатично ведете. Вы должны все-таки людям дать какую-то отдушину, дать понять, нет. что им надо дальше стремиться. А так сейчас вот так отрежете все, и Михаил человек Вахидович, пойдет, мы, скажет, во-первых, вот Умаров отрезать ничего не можем, потому что жесткий. мы в прямом эфире Нет, я работаем. понял, что мы в Это прямом раз. эфире. А во-вторых, Меня прямой собственно, эфир не пугает. у вас много вопросов поступает, и я, собственно, Давайте, хочу, чтобы вы на давайте, многие вопросы. ответили, понимаете? Давайте. Если мы будем на один вопрос отвечать, на другие, собственно, у нас не получится ответить. Хорошо, давайте. Поэтому я вас к этому призываю. Вот смотрите, такой вопрос. Можно ли побольше говорить о соблюдении рамок приличия и порядочности молодежи сегодня на всех сходах, совещаниях, собраниях, встречах? Объяснять побольше о правильности поведения молодежи, о необходимости порядочности, честности, скромности, мужественности, об элементарных правилах этики. Ну, вот такой вопрос вам адресовали, уважаемый Джамбулат Вахидович написано. Очень приятно, но я тоже отвечу на это просто. Просто один раз сядьте у телевизора, элементарно, да, вот канал ЧГТРК Грозный, и посмотрите, прав я или не прав. На протяжении 24 часов обязательно, так или иначе, у нас речь идет о правилах нашей этики, о нашей истории, да, об эстетике поведения, о наших обычаях, традициях и так далее, где главным примером является сам Рамзан Ахматович Кадыров. Вот и все. Ну, трудно с вами не согласиться, конечно. Ну, собственно, мы спрашиваем, вы отвечаете. У нас еще видеовопрос, давайте ответим, и Давайте, позже продолжим. Пожалуйста. Мазаева Малика, директор общественной организации «Интерактив». Хотелось бы узнать, какие меры предпринимаются для того, чтобы не повторялись межнациональные конфликты. Допустим, ситуация в Москве между азербайджанцами и чеченцами. Ну, собственно, ситуацию вы помните, да? Да, Кстати, ситуацию недавно мы было. хорошо помним. Давайте сразу мы с вами обозначимся, да, в этом вопросе. Это самая настоящая была хулиганская выходка. Она не имеет под собой ни политического, ни этнического, ни религиозного, ни какого-либо другого оттенка. Самая настоящая криминальная бытовуха, да, которая вдруг вылилась вот таким грязным ушатом, да, в социальные сети, и началось движение. Началось движение, тогда броуновское движение, да, беспорядочное. Вот. И начался хаос. Одни побежали куда-то мстить, другие там давать ответку, как говорят в этих кругах, там, да, и так далее. Самое главное, конечно, реакция со стороны главы Чеченской Республики последовала незамедлительно. Мне была дана команда откомментировать полностью всю эту ситуацию. Были даны основные акценты и нашему телевидению, и телевидением, я не знаю, каналам российским и государственным азербайджанским каналам. Мы это сразу тут же откомментируем. Помимо этого, депутат Государственной Думы, который очень активен в этом вопросе, Адам Султанович Делимханов с делегацией встречался с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбулаглы. Встреча прошла в очень теплой атмосфере, и вопрос какого-то политического противостояния или
этнической какой-то нетерпимости, он был снят автоматически сразу. То есть в межгосударственных отношениях между Российской Федерацией и Азербайджаном, или там Чеченской Республикой и Азербайджаном, никаких проблем в этом случае не было. Что касается состояния на сегодняшний день, да, вот эта группа молодых людей, которая была задержана, мы из СМИ, из соцсетей это знаем, их было 28 человек. Вот, благодаря вот нашей комплексной деятельности 27 человек уже отпущено на свободу, да, а одному продлили, так сказать, еще на 2 месяца. Вопросы поступают. Я бы вот хотел бы на примере, вот только что по вопросу мы с вами говорили о том, что вот об этом конфликте, который у вас был не так давно, но тем не менее сегодня по основным другим направлениям, связанным с национальной политикой, в других регионах, в других субъектах, здесь у нас на месте, вот какие все-таки акции, мероприятия, какие-то какие-то направления, что вы разрабатываете? Дело в том, что я отвечаю за национальную политику Чеченской Республики, поэтому хочу сказать, что у нас есть перечень, я имею в виду в течение года, очень интересных мероприятий, фестивалей. Вот проект «Этномир», например, который мы презентуем. Мы проводим семинары. И я уже говорил, что основные этносы, которые присутствуют у нас здесь, в Чеченской Республике, это у нас Кумыкский культурный центр, это у нас Ногайский культурный центр, это у нас русский казачий, ну, в общем называем его православный культурный центр, да, вот, то есть культурный центр Дагестан, ну, аварский культурный центр, скажем так, да, то есть вот Рамзан Ахматович Кадыров, который дал нам эту стратегическую линию, в основе своей настроил нас на то, что нас, вот когда говорят подавляющее большинство, это не хорошее слово. Да, нас абсолютное большинство, поэтому национальную политику мы должны проводить очень эфирно. То есть очень тонкий эфир, это очень тонкий эфир. Поэтому мы, Рамзан Ахматович на одном из своих, если помните, больших пресс-конференций в свое время, благодаря ему нам даже были выделены определенные средства для того, чтобы мы сделали некое материальное обеспечение там, транспортом, например, там, да, какими-то помещениями там, и так далее, чтобы каждый из этих культурных центров, который у нас представлен в Шилковском районе очень активно, да, в Наурском районе очень активно, в Шаройском районе, там, правда, у нас одно селение, ну, в основном оно как бы моноэтнично, там проживают цумадинские аварцы, вот, это селение Кинхи, где тоже, кстати, по заданию, поручению Рамзана Ахматовича Кадырова был построен очень красивый культурный центр, и, так сказать, в этом смысле у нас идет реализация достаточно хорошо, и о нормативной базе я вам уже говорил, впереди у нас еще очень много задач по совместным мероприятиям. Например, у нас по уборке тех же самых кладбищ, по уборке, например, и реконструкции определенных памятников, например, Великой Отечественной войны, захоронений каких-то. Хорошо, Гамлатович, да. Я знаю, что вы активно работаете, то есть в этом нет никаких сомнений. Поступил вопрос, на мой взгляд, он очень интересен, я хотел бы его вам задать. Как вы оцениваете рост распространившихся в мессенджерах, если говорить конкретно, распространение через приложение WhatsApp сообщений, которые в большей части пытаются нагнетать панические настроения? Это, на ваш взгляд, элементарные слухи или же это специально спланированные провокации? Ваше мнение? Нет, это четко продуманная программа. Во всех случаях, вы считаете? Практически во всех случаях. Мы не берем там какую-то шелуху, но в основном там есть направленность. Да? Это вот там не те лекарства в больницах, не та вода в колодцах. Да? Это вот эти панические настроения. Это все входит в тактику ведения информационно-гибридной войны. Цель ее наведения паники, лишения чувства стабильности. Да? А все это в итоге приводит к разворачиванию, всплеску социальных таких негативных настроений, что может привести к социальному взрыву. А любой социальный взрыв может привести к демонтажу конституционного строя. Поэтому это вопрос национальной безопасности. Я понимаю. Вот, кстати, такой же дублирующий в принципе вопрос. Уважаемый Джамбулат Вахидович, я знаю, вы активный пользователь сети интернет, блогер. Я хочу в связи с этим спросить о тех нападках на наш регион и руководителя республики некоторыми интернет-изданиями. Чем вы это обуславливаете?
Тут есть две задачи. Одна Ну, о глоба- каких изданиях мы с вами знаем, да, Да, не будем мы оглашать. знаем об этих Издания изданиях. известные, Давайте да. мы уже это притча во языцах, да. Самое интересное, что вопрос идентичности чеченского народа, его такая брутальность, она мешает очень многим так называемым либеральным, нелиберальным, я не знаю, как еще там называть, да, движениям на Западе и в том числе в России, да, которые хотят, чтобы, скажем, на Северном Кавказе были иные порядки, назовем это так, были вот эти одиозные парады на улицах, да, чтобы к этому относились нормально, чтобы... То, что они называют европейские ценности. Совершенно да? верно, да. Речь идет о европейских ценностях, которые в итоге ведут к вырождению. Чеченский народ за последние 12 лет родил и уже воспитывает 250 тысяч человек, да, поэтому я считаю, это прирост общего населения, с радостью об этом всегда говорю. Вот, поэтому это еще раз говорит о том, что, во-первых, мы с вами на правильном пути социально-экономического развития, и, во-вторых, это говорит о том, что у нас с вами, мы очень и очень, так сказать, параллельны и далеки от западных понятий, таких как родитель 1 и родитель 2. Да, да, конечно. Ну что ж, давайте послушаем еще один видеовопрос. Я вас буду массированно атаковать вопросами, чтобы мы ответили Я, максимально знаете, на много вопросов. Хорошо? Я к этому Видеовопрос, привык. пожалуйста. Нормальный режим это для меня, да. Я Алпа Газиева, журналист правозащитной организации «Объектив». К нам обращается очень много заявителей с одним и тем же вопросом. Куда обратиться? Можно ли обратиться в департамент по внешним связям по поводу детей и матерей, которые сейчас находятся в странах Ближнего Востока? К кому обращаться и каким образом обращаться? То ли им приходить, то ли им писать заявление? Значит, да, я постараюсь тоже вкратце ответить на этот вопрос. Разумеется, они могут обратиться в наше министерство, потому что департамент внешних связей это Конкретно кому? В какой отдел? Ну, пусть к министру обратятся. То Это есть очень непосредственно серьезно. к вам, да? Конечно, конечно. Напишут на мое имя, потому что это не, знаете, это же не просто там речь идет о детях там с одного села, которых нужно перевести в другое, да, там, с Ачхой-Мартана в Урус-Мартан. Речь идет о Ближнем Востоке. Речь идет о глобальном вопросе, о вопросе, которым лично занимается Рамзан Ахмадович Кадыров. Да, конечно, конечно. Поэтому можно обратиться ко мне, и я уже, в свою очередь, конечно же, составлю определенную докладную записку, где четко пропишу все данные, все сведения, которые имеются о лицах, находящихся на Ближнем Востоке, в Сирии или в Ираке, да, которые нуждаются в помощи, которые нуждаются в транспортировке обратно сюда, на родину. Обращайтесь ко мне, пожалуйста. Хорошо. Салам Вахидович, у нас звонок в студии. Давайте послушаем нашего жителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Ну, добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня вопрос к министру. Скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас как бы все в электронном виде. Насколько сейчас важно печатные издания, вот газеты, журналы, может, их стоит перевести уже в электронные версии? Так, все, Ну, такой, да, вопрос. Ну, он так достаточно широко сегодня обсуждается. Да, вы знаете. значит, смотрите, не надо, не каждое время должно быть рассматриваться так, чтобы шагать с ним обязательно в ногу. Да? Скажем, в Европе сегодня есть страны, в которых эти печатные СМИ опять приобретают свою моду. Да? И есть еще вопросы престижа. Я понимаю, в той части, где говорится о том, что электронные СМИ, социальные, social media, допустим, там, социальные сети, что они берут свое, что люди информацию ищут в своих айфонах, в гаджетах там, и так далее, это понятно. И эту лавину не остановишь. Это научно-технический прогресс, и с этим ничего не сделаешь. Но спешить с тем, чтобы быстро избавляться сегодня тут же, да, показаться всем супер, мега технологичными и отказаться от печатных изданий, я думаю, это тоже перебор. Поэтому давайте мы будем с вами мониторить ситуацию и аккуратно смотреть. Да, может быть, в каком-то будущем, может быть, ближайшем, я не знаю, может быть, в среднестатистическом, мы с вами и перейдем вот к тем холдинговым формам, которые существуют, ну, например, там, в других странах, может быть, в каких-то субъектах там, и так далее, чтобы нам оптимизировать эту ситуацию. Но сегодня у нас и так, ну, посмотрите, на всю республику, в соседнем Дагестане их там порядка 90, по-моему, 2 или 3, Лём Рамзанович.
82, да, 82 издания было, а было 90 с чем-то даже, вот у них тоже идет сокращение. В соседнем Дагестане. У нас с вами их, ну, вместе со всеми журналами, со всеми газетами, да, их всего 11. То есть, ну, куда еще сокращать? Да, и те выходят небольшими тиражами, в общем-то. А как мы с вами будем указы главы Чеченской Республики, как минимум бюджетные документы, еще какие-то сообщения, которые... Потому что люди не все верят социальным сетям. Потому что если это вышло в вестях республики, все, это монолит. Это уже точно вот принятый закон. Ну, значит, некоторые считают это консерватизмом, какой-то архаизм, который как вы знаете, бы уже отжил элементы, свое. вы знаете, вот почему все считают, что Британия это великая страна? Потому что она всегда умеет манипулировать и выбирать самое полезное между консерватизмом и новизной. Да? И не отдает приоритетов ни туда, ни сюда на все 100%. Ну, сегодня Да? мы с вами, чтобы дискуссировать, у нас не позволяют эфирные рамки, да? Я слушаю. Я буду вопросы задавать, как Не, ну, можно вы больше задавайте попытаюсь. вопросы, конечно. Вот смотрите, вопрос, мне кажется, очень будет интересен и для вас в том числе. Скажите, можно ли выпустить всеобщий чеченский альманах всех событиях в истории Чеченской Республики, достоверно и объективно, на основе всех предыдущих изданий, только красочно и качественно, с привлечением историков высокого уровня и класса на качественной бумаге и приятной обложке, с указанием всех источников с фотоматериалами и таблицами, картами, а также книгу о чеченских тейпах и тухумах и книгу о событиях последних 30 лет. Ну, собственно, тут все такой большой как бы объем указывается. Еще давайте коротко отвечу. Ну, нет, альманах это немножко не та форма. Ну, я просто его Да, читал, альманах не как та сказать. форма. Ну, я как бы Да, пытаюсь да. помочь нашему адресату. Дело в том, что нам нужно полное собрание сочинений нашей истории, я считаю. Да? То есть это та работа, которую вы ведете в В том своей числе, книге, в да? том числе. Фактор Нет, Кара. ну, мы с вами не должны, да, здесь нивелировать работу, например, Академии наук. Там тоже активно идет работа. Есть еще одна комиссия, которая работает с источниками. Мы стараемся как бы взаимодействовать в этом вопросе. У нас очень активен министр культуры в этом вопросе. Поэтому мы как-то вот взаимодействуем в этом вопросе. Да, конечно, это было бы хорошо. Я полностью поддерживаю. Иван Ильич, здесь много вопросов, я их не буду каждый зачитывать, но многие, как опять повторяются, и вопросы говорится о том, что вот хотят устроиться на работу в ваше ведомство или в ваши подведомственные организации. Ну, такие вопросы есть. Я вам их, кстати, уважаемые друзья, все вопросы, которые мы не зачитаем в эфире здесь, да, мы эти вопросы обязательно передадим нашему министру. Нам обещали, что в течение недели по каждому вопросу с вами свяжутся, дадут ответ. То есть ни один вопрос без внимания не останется. Значит, у нас есть еще голосовое сообщение. Давайте послушаем, попробуем ответить и продолжим. Пожалуйста. Добрый день, Джамбулат Вахидович. Хотелось бы узнать о трудоустройстве студентов-журналистов. Есть ли у вас в министерстве какие-то вакансии? Проводите ли вы работу в этом направлении? Спасибо. У нас в министерстве как бы есть аппарат государственных служащих, вот, и как бы журналисты непосредственно там не нужны, но журналисты нужны в подведомственных наших предприятиях, скажем так, да, в наших изданиях. Вот. Но я еще раз повторяю, как бы наше министерство тоже не безразмерно, и люди, которые достаточно успешно работают на своем производстве, достаточно успешно занимаются своей деятельностью, ну, конечно же, мы не можем, так сказать, людей оставить без работы, вот, и там уволить ради того, чтобы принять другого человека, потому что это и незаконно, во-первых, во-вторых, ну, давайте, может быть, мы поучаствуем в каких-то совместных проектах. Хорошо, быть, Жан да, обратимся, да, чтобы они могли Речь реализовать была, себя как вопрос журналисты. задан, я так понимаю, студентам, начинающим журналистам. Да, это большая Это проблема, понятно, да. То есть конечно, вопрос да. как бы, да, хотят устроиться. Мы журналисты, он говорит о том. Ну, дело в том, что можем ли мы сегодня с вами сказать о том, что вы можете встретиться с молодыми журналистами и пообщаться с ними? В Я с принципе, ними- если у них есть такие вопросы. Да, я с ними встречаюсь, даже иногда читаю им лекции. Вот, у нас есть такое предприятие, которое занимается подготовкой и переподготовкой журналистских Хорошо, кадров. я вас Да. перебью. Звонок в студию, продолжим. Хорошо? хорошо. Иван Ильич, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Есть такие. У меня вопрос вот такой. Что, по вашему мнению, входит в понятие национальной политики и какие пункты, какие направления развития в министерстве?
собственно, мы с вами говорили Да, о национальной говорили на политике, эту но тему. поскольку Ну, спросили- хорошо, я могу вам сказать, скажем, о дополнительном инструментарии. У нас есть общественно-консультативный совет по межнациональным отношениям при главе Чеченской Республики. Да, у нас есть общественная палата. То есть есть достаточно серьезный инструментарий, который используется нами в реализации стратегии государственной национальной политики, это уже федеральная программа, да, до 2025 года, которая утверждена указом президента страны. Вот, поэтому развитие, я еще раз говорю, мы видим в максимальной адаптации людей других национальностей, которые приезжают к нам сюда для проживания, чтобы они знали, где их культурные центры, чтобы они знали, где их духовно-просветительские школы, если таковые имеются, а таковая, я думаю, скоро будет для православных, чтобы они знали, где, в каких местах они могут посетить свои соборные храмы, могут посетить свои часовни. Такие в Чеченской Республике есть. Вот, практически и в городе есть, в Грозном, в столице, я имею в виду. Вот, и в Шелковском, и в Наурском районах прекрасные есть, так сказать, церкви. Вот. Если это представители, скажем, других конфессий, мы тоже можем им помочь в этом смысле. Да? Ну, например, у нас только мечетей сегодня в Чеченской Республике 1101, да, то есть как бы вот последняя цифра, которая Иван была, Лукич, да, среди которых... Вы очень интересно рассказываете, но у нас время очень Я хорошо, поджимает. да, задавайте вопрос. Давайте вопрос послушаем, видеовопрос. Да, давайте. А мы на тот уже ответили, Ну, да, я тут так да, понимаю? да, Да, давайте. понятно. Видеовопрос, пожалуйста, в студию. В нашей республике много печатной продукции, финансируемой вашим ведомством. А почему вам не организовать работу собственной типографии? Не будет ли это выгоднее? Правильный вопрос, хороший вопрос, ожидаемый вопрос. Ну, нужно понимать, что, в принципе, те предприятия, о которых говорит молодой человек, ну, в данном случае, если мы говорим о типографии, это хозрасчетное предприятие, которое как бы идет в своем плавании определенном, да. Да, конечно, государственной поддержкой они пользуются. Есть разные ситуации. Бывают ситуации, там, долги по налогам, там, да. Вот, например, у нас сейчас есть одна действующая типография, это Урус-Мартановская типография, которая у нас нуждалась в спонсорах, да, для того, чтобы мы могли какую-то, хотя бы какую-то часть из тех, что обслуживается у нас в типографии Грозненский рабочий, да, чтобы перевести ее, может быть, перевести ее в Урус-Мартановскую типографию. И то, если, просчитав логистику, мы найдем выгодным эту продукцию печатную изготовлять там, и потом еще за 20, может быть, с лишним километров привозить в Грозный и потом развозить по адресатам. То есть это тоже это будет отдельный бизнес-план, и, пользуясь случаем, я приглашаю для разговора, для общения наш с вами деловой мир, да, которые могли бы, например, поучаствовать с нами вот в проекте вот этой Урус-Мартановской типографии, которую нужно дооборудовать, в которую нужно вложить деньги, вот, и уже многие другие министерства, ведомства могли бы в ней обслуживаться. Хорошо, Жан Лукич, вопросов много. Я некоторые, на мой взгляд, наиболее интересные выбираю. Ну, вот, вопрос такой, можно ли организовать журнал или газеты, посвященные науке, технике, путешествиям и животным, а также молодежную газету, это очень нужно и актуально, с уважением. Если можно, коротко. Значит, сразу, молодежная газета у нас есть, называется «Молодежная смена». Вот, ну, если мы будем брать еще более юных представителей нашей молодежи, скажем, да, это у нас издание есть «Наша школа» с очень солидным тиражом, вот, и «Стел», например, очень интересный детский журнал. То, что касается, скажем, каких-то научно-популярных журналов, к сожалению, ярко выраженных таких журналов у нас нет. Вот, их нет. Здесь тоже, мне кажется, можно было бы разговаривать с отдельными спонсорами, да, которые бы могли спонсировать открытие такого журнала. И вот туда, в эти издания, мы могли бы приглашать молодых журналистов, которые бы занимались бы... Вот это как раз для тех, кто хочет работать Совершенно в вашей верно, которые сфере. занимались бы географической, научно-популярной и прочей журналистикой, спортивной, например. Хорошо, смотрите, такой вопрос. Рассмотрите, пожалуйста, возможность разъяснения пропаганды, разъяснения соблюдения правил дорожного движения и соблюдения культуры вождения, поведения за рулем гражданами, водителями, пешеходами. Ну, такой комплексный вопрос.
Люди интересуются, можем ответить. Работа в этом направлении ведется. То есть разъяснение правил ПДД и работа с населением. Ну, не знаю, насколько он в вашем компетенции, но тем не менее вопрос прозвучал. Значит, мне кажется, лучше всего на этот вопрос ответит наша с вами ЧГТРК Грозный, который очень активную позицию в данном случае занимает. И буквально перед эфиром я вот несколько слов вот за этой стеной сказал о том, что... Ведь поймите, что мы с вами не просто так добились вот этих демографических результатов. Не только из-за того, что у нас вот такая хорошая демографическая ситуация, но и в том числе благодаря тому, что Рамзан Ахматович Кадыров, создавая эти антинаркотические и штабы, да, и штабы по соблюдению правил дорожного движения, сохранил, я уверен, многие десятки тысяч жизней. Хорошо. Спасибо, Джамал Вахидович. Вы знаете, я хочу обратиться к нашим зрителям. Уважаемые друзья, значит, Джамбулат Вахидович в данный момент в прямом эфире можете задавать свои вопросы. В будние дни в министерстве есть телефон горячей линии. Это номер 88712, код 29 55 60. Вы видите этот номер на своих экранах. Вы можете позвонить, задать вопрос. То есть, и, собственно, нам обещают, что вы получите разъяснение. Да. Безусловно, помимо этого, вы знаете, у меня есть аккаунт свой, да, который стал конечно, притчей во языцах. Да, он достаточно интересный. Джамал Вахидович, у нас вообще минуты остались до завершения. Да. Осталось куча вопросов, огромное количество, которые я хотел вам задать. У меня это не получается. В завершении нашего диалога у вас есть 1 минута для того, чтобы, значит, сделать дополнение или заявление, если они у вас есть. Те вопросы, которые, ну, может быть, мы как-то просмотрели. Дорогие друзья, только что коллега сказал вам, какой номер телефона по горячей линии. Помимо этого, я еще раз говорю, существует мой аккаунт, существует директ, личка, пишите. Настолько, насколько это возможно, я это все читаю, делаю выводы, созваниваюсь, встречаюсь с людьми. Я бы хотел, самое главное, что я хотел бы пожелать, пользуясь этой минутой, чтобы вы были очень терпеливы, чтобы вы были выборочны в той информации, которую вы получаете, чтобы вы аналитически мыслили. Ведь очень серьезно могут воспользоваться нашей с вами такой вот простотой, да, нашим с вами безразличием и нашим с вами равнодушием люди, которые хотят посеять панику в нашей республике. А этого мы с вами допустить не можем. Я хочу нашим зрителям напомнить, что у нас сегодня в гостях, здесь в студии был министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Вахидович Умаров. Он отвечал на ваши вопросы. Те вопросы, которые не прозвучали, которые мы не озвучили, не думайте, что эти вопросы останутся без внимания. Эти вопросы мы передадим, и с вами свяжутся и дадут разъяснение. Нам дали слово. Также у нас в студии были коллеги. К сожалению, вот вам не удалось сегодня высказать свою позицию, но, надеюсь, в следующий раз мы с вами успеем пообщаться. Также. Ну, если вы мне возможность нормальную не давали, так им тем более, куда ж я. Ну, эфирные рамки. Уважаемые друзья, это была программа «Особый разговор». Мы работали в прямом эфире. До свидания и всего вам доброго.